Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как росгвардеец и молодой человек, задержанный с наркотиками, поменялись местами. Признаете, не признаете? Нет, не признаю. Силовик предложил купить свободу, а сам оказался на скамье подсудимых. Дело на миллиард. Группы лиц занимались обналичиванием денежных средств, получая вознаграждение в размере 3,5%. Приговор обнальщикам вступил в законную силу. А также знание иностранцам правил движения лучше россиянки не уберегло мужчину от аварии. И решила развернуться. Вот здесь видите, два полоса, вообще запрещено. И сразу на газ нажала. И бабай. Хроника дорожных происшествий. Это и не только. Прямо сейчас. Opel Astra и Kia Rio столкнулись на улице Альберта Камалеева. Автоледи за рулем Kia стала разворачиваться через двойную сплошную линию. Столкновение с немецкой иномаркой, в которой, к слову, находились дети, не заставило себя ждать. Как они себя чувствуют и признает ли девушка свою вину, знает Рамиль Шайдуллин. Чуть-чуть повернула, я дальний включил. Тормозила. Водитель автомобиля Opel Corsa, признается, пытался предупредить девушку за рулем Kia Rio, чтобы не начинала разворот. Сперва, рассказывает, она остановилась, но затем вновь нажала на газ. Это несмотря на плотный встречный поток и тот факт, что разворачиваться на этом месте и вовсе запрещено. И решила развернуться. Вот здесь видите, два полоса, вообще запрещено. Еду дальше. И сразу на газ нажала. И бабай. В результате сильнейший удар. К счастью, дети, сидевшие в «Опеле», не пострадали, отделались лишь испугом. Участники аварии решили к автоинспекторам не обращаться. Все документы на месте оформили аварийные комиссары. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. В суд передали дело предполагаемых участников преступной группировки, обвиняемых в распространении наркотиков. Всего по делу проходит 8 подозреваемых. Сперва сотрудники правоохранительных органов вышли на след одного из них. Полицейские обнаружили в Чистополе тайник. По биологическим следам определили сбытчика и нашли его. Еще 7 задержали позже. Выяснилось, что 3 оптовых распространителя регулярно получали из дальнего зарубежья по почте синтетические наркотики пакетами весом по 500 граммов. Затем их фасовали на разовые дозы и делали закладки. Деньги поступали на единый электронный кошелек. Организатор сообщества, 27-летний мужчина, снимал их в банкоматах и раздавал своим так называемым сотрудникам. У задержанных изъяли около 3 килограммов наркотических и психотропных веществ. Таким образом, в период с марта по сентябрь 2018 года обвиняемыми на территории Республики Татарстан, Нижегородской области и Башкирии совершены 16 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Все обвиняемые вину признали частично. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обналичили свыше миллиарда рублей, доходы десятки миллионов. Вступил в силу приговор группе казанцев, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Масштаб их деятельности, согласно Уголовному кодексу, особо крупный. Им были подконтрольны несколько десятков юридических лиц и четко отлажена схема обналичивания денег. Причем не только в Татарстане. Сергей Хайдаров о деятельности обнальщиков. Перед передачей клиенту все проверяется до копейки. Деньги любят счет. Еще недавно эта сумма лежала на счетах юридического лица. И распорядиться деньгами по своему усмотрению было сложно. С наличностью таких проблем не возникает. Осужденные разработали схему. Клиенты и юридические лица, действующие на территории Республики Татарстан, нуждающиеся в незаконном обналичивании, инкассации или транзите денежных средств через фирму-посредника, перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории Российской Федерации расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем эти средства, как установили сотрудники подразделения экономической безопасности, переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республики Татарстан или Республики Мариэл. 6 человек, среди которых одна женщина, как доказали суду следователи, работали таким образом 2 года. С 2014 по март 2016 обналичили за это время 1 060 000 000 рублей. Себе брали 3,5% от каждой банковской операции и незаконно заработали больше 37 миллионов. В ходе следствия изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму порядка 2 700 000 рублей. Наложен арест на расчетные счета на 1,5 миллиона рублей и иномарки обвиняемых
стоимостью более 7 миллионов. Роли были четко распределены. Кто-то взял на себя организацию всего процесса, а кто-то контролировал фирмы, через которые проводились деньги. Кто-то их потом снимал в банкоматах. От роли в незаконном процессе зависел в том числе и приговор. 5 человек получили от 2 до 4 лет лишения свободы условно. Реальный срок – 3 года в колонии общего режима назначен только одному участнику этой группы. Приговор уже вступил в законную силу. Сергей Хайдаров, «Вызов 112». Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего Нижнекамска. 59-летний мужчина упал с 45-метровой высоты. Шансов выжить у него не было. По предварительной версии, он проводил ремонтные работы на крыше одного из производственных зданий, когда под ним провалилась кровля. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В суд передали дело о грабеже на сумму свыше 1 300 000 рублей. По версии следствия, 13 мая 5 мужчин из Ульяновской области в возрасте от 23 до 46 лет проникли на территорию агрофирмы в Дрожжановском районе, расположенной на окраине села Малые Уби, и похитили семена сахарной свеклы элитного сорта. Злоумышленников задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б части 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Решением суда в отношении 2 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 1 домашний арест, остальным подписка о невыезде и надлежащем поведении. Бывший росгвардеец Ильфат Файзуллин, обвиняемый в вымогательстве взятки в особо крупном размере, сегодня в Вахитовском суде Казани сказал свое последнее слово. По версии следствия, в ноябре минувшего года он, руководя взводом патрульной службы, находился в отпуске, но приказал сотрудникам в случае происшествия звонить ему. Патрульные так и сделали, когда задержали молодого человека, предположительно с наркотиками, на улице Терегулова. Согласно материалам дела, подсудимый приехал на место, отпустил патрульных, а задержанному предложил свободу купить. Как и за сколько, знает Нафиса Минязова. Признаете, не признаете? Нет, не признаю. Вину в получении взятки 28-летний подсудимый не признает, но в том, что факты мошенничества действительно были, согласен. Сегодня на заседании он выступил с последним словом. Суду мужчина сообщил, что в ноябре минувшего года был в отпуске. 28 числа ему позвонили сотрудники Росгвардии. Его подчиненные сообщили, что на улице Терегулова задержали закладчика со спайсом. Тогда он решил сам приехать на место, а патрульных отпустил на маршрут. Следователи установили, что корыстный умысел у него был с самого начала. Из задержанного он стал требовать деньги. За свободу росгвардеец просил у закладчика 80 000 рублей, но денег у последнего с собой не было, и тогда он решил откупиться своим автомобилем Deo Nexia. До 3 часов утра они искали ломбард, чтобы сдать машину, но никто ее не брал. И тогда решили написать фиктивный договор купли-продажи. Договор, ключи, ПТС и машину задержанный отдал. Еще неделю подсудимый ездил на этом автомобиле, а затем продал за 105 000 рублей. Бывший задержанный первый владелец Deo тем временем обратился с заявлением в полицию. Понимал, что ему ничего не будет, факт хранения наркотиков официально не оформили. И тогда задержали уже росгвардейца. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. Со службы его тут же уволили. Государственное обвинение придерживалось той же позиции, что и органы предварительного расследования, то есть получение взятки должностным лицом. Предложено было суду назначить наказание 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также гособвинитель просил лишить его права работать в органах исполнительной власти и государственных органах сроком на 5 лет. Вердикт суда Ильфат Файзуллин услышат уже в канун Нового года. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, «Вызов 112». Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.